Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Абхазии вспоминают защитников Отечества, павших в марте 1993 года. Почти 1000 погибших и более 2000 раненых. Наш коллег Стив Суини с места событий. Тайные закладки на территории Гагрского, Сухумского и Гулрыбского районов осуществлял житель Гагры. Память погибших в мартовском наступлении Отечественной войны народа Абхазии почтили в Сухуме. В церемонии возложения цветов к мемориалу боевой славы приняли участие президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Дылба, спикер парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, ветераны войны, добровольцы, члены правительства, депутаты парламента, общественность, сотрудники государственных и общественных организаций, жители Абхазии. Ночь с 15 на 16 марта 1993 года. Тогда началось крупномасштабное наступление по освобождению города Сухум, которое войдет в историю как мартовское наступление и станет самой трагичной военной операцией Отечественной войны народа Абхазии. 222 бойца погибли, без вести пропали 23. Все они заплатили самую высокую цену. Отдали жизнь, чтобы наша республика стала свободной и независимой. В церемонии возложения цветов к мемориалу славы приняли участие руководители страны во главе с президентом Бадрой Гунба. Мартовское наступление было очередным испытанием, без которого не было бы победы, отметил Бадра Гунба. Президент Абхазии подчеркнул, что эта дата навсегда останется скорбной страницей в истории республики, и память погибших защитников Родины бессмертна. Глава государства особо отметил мудрость женщин, воспитавших таких героев. Ачкунца итахазарги унитахид бхаqa аяйра амя хаксруб ха убысqan ядарбшыз aqugara ябзораны апипшбсеги хажлариру рыхц кашаракун заодно унагзахгвацчанхуд. Беслан Бигвава, вице-президент Абхазии, отмечает, что трагический исход мартовского наступления не сломил дух абхазских бойцов, а наоборот придал им силы бороться дальше. Жажда мести, жажда реванша и жажда победы увеличилась в разы. Мало того, абхазская армия получила из этого урок. Он, может быть, и тяжелый был, но тем самым абхазская армия выявила слабые места у нашего агрессора, что в дальнейшем привело к освобождению нашей столицы и в целом к победе. Мы все сегодня вспоминаем наших братьев, вечная им слава. Они навеки останутся в наших сердцах, а выжившим и всему народу Абхазии мира и процветания. Вся Абхазия чтит своих героев, помня каждую принесенную жертву. Мартовское наступление имеет очень большое значение, хотя мы потеряли своих ребят, 222 человека. Это незабываемая утрата для нас, но это дало в дальнейшем разработать план по освобождению нашей столицы. Это был опыт. Наши командиры смогли потом подготовить план, чтобы, учитывая те ошибки, которые были в мартовском наступлении, разработать план по освобождению нашей столицы. В ту роковую ночь вооруженные силы Абхазии форсировали Гумисту, холодную горную реку, и овладели важными высотами на подступах к Сухуму. Дальнейшего развития наступление не получило. Войска Грузии начали подтягивать свои резервы. Абхазские бойцы попали в окружение. Они пытались отойти под шквальным огнем противника, без еды и воды. Прорвать окружение удалось лишь 18 марта. Я тоже в этот период был участником войны в составе артиллерии, первой минометной батареи. Мы, обстреливали перед наступлением для прохождения нашей пехоты вражеские позиции. И самое главное здесь, что не наступил надлом моральный. Очень было тягостное настроение у людей. Многие погибшие остались на
той стороне Сухума, где занимали грузинские оккупанты. Но помню, как матери собрались и сказали, что они лежат на нашей земле, нельзя останавливаться, надо дальше двигаться и готовиться к следующим боям. Это вдохновило наших руководителей, наших политиков и, как вы знаете, вот привело в конечном результате к успеху. Несмотря на срыв операции, мартовское наступление стало поворотным пунктом в войне. Полученный опыт пригодился в следующем, уже победном сражении за столицу, что по сути предрешило исход всей войны. Мирное небо и независимость – результат той самоотверженности, которую проявили защитники своего Отечества. Они верили в победу, забыв, что такое страх, зная лишь одно – победа нужна любой ценой. Мартовское наступление произошло в 1993 году. В том же году Абхазия одержала победу. Кровавое время на страницах нашей истории прошло. Оно забрало с собой множество жизней, память о которых будет жить всегда, несмотря ни на что. Айлита Арутюнян, Раму Камкия, Абхазское телевидение. Память бойцов Сухумского батальона, жителей села Ишера и добровольцев, погибших в мартовском наступлении, почтили в Нижней Ишере. В церемонии возложения цветов приняли участие ветераны Отечественной войны народа Абхазии, члены правительства, депутаты и молодежь республики. Также цветы возложили к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Арцемба. Участники мероприятия несли цветы к мемориалу, а также держали в руках национальный флаг – символ победы и независимости страны. Акция была организована Государственным комитетом по делам молодежи и спорту. Мне очень волнительно говорить о наступательной операции марта 1993 года. Это было очень тяжелые дни. Бойцы, участники этой мартовской операции показали храбрость, мужество, стойкость. Они проявляли массовый героизм наступательной операции. Они шли мокрым, под ногами мины, сверху бомбы и снаряды. Но несмотря на эти все трудности, наши ребята шли вперед, не щадя своей силы, своей здоровья и жизни. Шли вперед для того, чтобы освободить нашу любимую столицу. Я хочу преклониться тем матерям, воспитавших таких мужественных, храбрых бойцов, которые бесстрастно любили свою родину, свой народ. Подсознательно каждая нормальная мать понимала, что если не они, то кто же? Но и в то же время материнское сердце, конечно же, противостояло вообще войне. И в этом смысле, вот я помню себя, конечно, когда я сказала моим сыновьям, ну куда же вы, я без вас не смогу жить, они вот слово в слово они мне сказали: мама, а без Родины ты можешь жить, и мы не можем без Родины жить. Поэтому, наверное, говорят и в школах учат, и нас так учили, что Родина и мать – это два синонима, без которых не может человек. Без Родины, как Баграт Ашин начинается последний из ушедших, теряющий Родину теряет все. В этом смысле я лично горда всеми вами, мои дорогие ветераны войны, доблестные, добровольцы Северного Кавказа. Особенно хочу их поблагодарить, потому что именно в самый роковой наш час вы пришли и подставили свое братское плечо. Это дало силы им втройне, вдвойне. И мы с облегчением вздохнули, потому что видели вот это братское плечо всей нашей диаспоры. И всем ним. После войны Владислав Григорьевич Арцемба, когда вызвал нас, он спросил меня: Гулис, с чего вы хотите начать работу? И как будто бы вот я сказала то, что он думал. Вот почтить память всех добровольцев, вот поездить по их семьям. И вот он нам организовал в 1995 году такую поездку. И мы проехали по всему Северному Кавказу. Да, Султан Сасналиев сказал, что матери Абхазии выиграли войну. Но я всегда говорила и говорю, войну выиграли все матери, чьи сыновья сражались за нашу Родину.
В Сухумском училище культуры прошла встреча с ветеранами и участниками мартовского наступления. Студентам рассказали о событиях тех дней, о важности и последствиях наступательной операции, закончившейся неудачно. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Тимур Топагуа поделился своей личной историей. Он ушел на войну совсем молодым вместе со своим отцом, который, к сожалению, не вернулся с фронта. Война – это самое, наверное, плохое, что может быть в жизни человека быть. Она приносит боль, страдания, утрату близких и все остальное. Но как бы парадоксально ни звучало, вот эти годы, 2 месяца, которые самые тяжелые были в истории нашего народа, по крайней мере, в современной истории, и также и в жизни каждого, кому довелось в этот период жить, кто отправил туда своих сыновей, братьев, мужей, которые не знают, что там с ними происходит. Они, наверное, даже больше где-то переживали, где-то, потому что, когда ты находишься на позиции, ты как бы за себя, за свою жизнь там беспокоишься, у тебя отпадают эти мысли, подумать за тех это, хотя оно это все есть, но у тебя сейчас инстинкт самосохранения первый, он выходит, когда ты непосредственно сталкиваешься с такой жизненной ситуацией, где вопрос жизни и смерти возникает. Даже уже когда мы к этому времени уже понимали, что наша задача, что мы там имели там взять город, освободить, что она уже не исполняется, не по нашему плану идет, но мы все равно не падали духом, несмотря ни на что. Мы искренне верили, честное слово, искренне верили, что мы за правое дело, мы за Родину, и победа будет за нами. Память погибших в мартовской наступательной операции почтили в Гудауте. В церемонии возложения цветов к памятнику погибшим защитникам Родины приняли участие руководство района, семьи, родственники павших защитников, ветераны войны, депутаты парламента и районного собрания, сотрудники госучреждений и общественность. Впервые в Музее Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте был дан концерт государственной хоровой капеллы, посвященной мартовской наступательной операции. Капелла исполнила 10 классических композиций из абхазского иностранного репертуара. Солировали Нана Черкезия, Елена Ангваби и Альдона Цку. А также был организован вечер памяти, на котором выступили ветераны, родственники погибших. Кроме того, в музее открылась выставка «Герои, отдавшие жизнь за Родину». Экспозиция состоит из 222 фотографий павших в мартовском наступлении защитников Абхазии. Она продлится до конца марта. В селе Лыхна почтили память павших посадкой липы. У стен храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Лыхна состоялась памятная акция. В честь события мартовского наступления здесь была высажена липа. Выбор места не случайен. Древний храм является не только духовным центром, но и свидетелем многих исторических событий. Новая липа станет живым памятником, символизирующим вечную память и благодарность потомков. О событиях на Ближнем Востоке. Израиль начал ограниченную наземную операцию в Ливане. В Цахал заявили, что их силы вошли в Южный Ливан с целью расширения зоны передовой обороны. Боевые действия между Израилем и Хизбаллой возобновились вскоре после начала операции США и Израиля против Ирана. Удары по столице и югу страны уже унесли жизни почти 1000 человек, а больше 2000 получили ранения. Глава бюро Артии в Ливане Стив Суини побывал в одном из районов, который стал очередной целью последних израильских атак. Сейчас мы находимся в городе Набатей. Мы находимся в христианском районе города. Это область к северу от реки Литани. Но теперь и она находится в буферной зоне, которую формирует Цахал, и в которой распространили приказ об эвакуации на все районы к северу от реки Зорани. В ночь с пятницы на субботу и рано утром было убито много людей. Одна из трагедий произошла здесь.
были убиты 7 человек. 2 родителей, их 4 детей и прохожий. Масштаб разрушений поражает. Для удара по гражданскому зданию использовали мощное оружие. Как вы можете видеть, за моей спиной находится школа. Это католическая школа. И если мы посмотрим сюда, вы можете увидеть следы удара от одной из ракет, которая попала в эту зону. Это не военная цель, это гражданское здание, это образовательное учреждение, и это часть гражданской инфраструктуры, которую Израиль все чаще атакует. Конечно, само собой разумеется, что целенаправленная атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением. Сейчас, согласно последним данным от Министерства здравоохранения Ливана, более 100 детей были убиты из примерно 800 человек, которые погибли с начала эскалации конфликта с Израилем. Теперь появляются сообщения о возможных переговорах. Тем не менее, Хизбалла, возглавляющая сопротивление и которая ведет ожесточенные бои с израильскими вооруженными силами, заявляет, что перемирие вне обсуждения. И по словам генерального секретаря Наима Кассема, они настроены на долгую войну. Мы прибыли в деревню Дуайр. Это древнее поселение, полное каменных зданий, но оно снова подверглось повторным атакам Израиля. С тех пор, как мы снимали в школе, мы слышали израильские истребители над головой. Мы также слышали, как запускались ракеты. Теперь вы можете увидеть масштаб разрушений за моей спиной. Теперь это часть боевой зоны. Это часть того района, который попал под указ об эвакуации со стороны Израиля. Однако большинство атак происходило здесь прежде, чем это вступило в силу. Теперь в этом здании мы знаем, что как минимум 4 человек были убиты. Там было 2 пожилых людей и молодая, только что поженившаяся сирийская пара. Сейчас службы экстренной помощи продолжают работать на месте происшествия. Они работают в крайне сложных условиях. Как мы слышали, в пятницу на юге в результате израильского удара погибли по меньшей мере 12 парамедиков. Но они продолжают работать, несмотря на опасности, с которыми они сталкиваются. Мы поговорили с одним из работников экстренных служб, который объяснил, почему они остаются на месте. Это наш выбор, это наши родственники. Это для нас не просто работа, это наш моральный долг и ответственность. Мы не оставим их и будем с ними. Израильский враг проявляет жестокость. Наши медицинские центры подверглись прямому нападению. Кто-то из работников погиб. Кто-то ранен. Враг думает, что это помешает нам оставаться рядом с теми, кто нам дорог. Но это лишь придает нам больше силы и решимости. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с этой жестокостью, мы становимся все более решительными в том, чтобы противостоять этому. Вчера мы стали свидетелями этой зверской жестокости в месте сбора беженцев. Нам больно видеть наших родных в таких трудностях, но мы боремся и справляемся с любыми препятствиями на нашем пути. Мы к этому привыкли. Однако парамедики должны выполнять свои обязанности под угрозой израильских атак. Но еще раз, это наш выбор, и мы не откажемся от нашего долга, что бы ни случилось. С тех пор Израиль выпустил заявление, утверждая без доказательств, что Хизбалла использует машины скорой помощи и медицинские учреждения в военных целях. Представитель Хизбаллы Хусейн Джаши опроверг эти утверждения и также повторил позицию по прекращению огня с Израилем. Сионисты — жестокие преступники. Это не что-то необычное или новое для них, чтобы бить по скорой помощи или медицинскому персоналу. Мы, местные жители, знаем, что они враждебны ко всему, что есть в этой стране. Мы привыкли к лжи и обману со стороны сионистов. В 4 войнах, которые они развязали против Ливана, именно они просили о прекращении огня. Так они требуют этого и одновременно утверждают, что именно мы ищем переговоры, чтобы подорвать моральный дух нашего народа. Город Тир — один из старейших в Ливане. Сейчас он фактически оказался на передовой. И как вы можете видеть за моей спиной, удары наносят ущерб исключительно гражданским зданиям. И в будущем мы ожидаем увидеть намного больше подобных ударов. Израиль предупредил, что собирается взять под контроль большую часть ливанской территории. Войска теперь сосредоточены на границе перед возможным масштабным наземным вторжением. Израиль также выпустил предупреждение, заявляя, что правительственные здания теперь тоже являются законными целями. И похоже, что именно гражданские лица заплатят за это самую высокую цену.
Венгрия не будет украинской колонией и не уступит угрозам и шантажу со стороны Владимира Зеленского. Об этом заявил премьер-министр страны накануне большого митинга в свою поддержку. Виктор Орбан так прокомментировал последние заявления Киева, в которых идет персональная угроза лидеру Венгрии. Нам, точнее организации «Карма», адрес Орбана не нужен. Мы знаем, где он живет, где ночует, где пьет пиво, где гуляет, с кем встречается и так далее. Поэтому, если Орбан не изменит свою антиукраинскую позицию по Украине и продолжит быть сообщником военных преступлений Путина, он должен помнить, что «Карма» никому преступлений не прощает. От «Кармы» не уйдешь, не откупишься, не спрячешься. Пусть Орбан подумает о своих 5 детях и 6 внуках. Вы, наверное, видели в новостях, что мне угрожали украинцы. Теперь это касается не только меня, но и вас, моих детей и внуков. Поэтому я звоню, чтобы вы не пугались. Я думаю, к этому нужно отнестись серьезно, но паниковать не следует. Бояться нельзя. Берегите себя. Напомним, угрозы в адрес Виктора Орбана начались после того, как Украина заблокировала работу важного нефтепровода «Дружба» в конце января. В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. Мы поговорили с бывшим сотрудником украинского посольства в США Андреем Тележенко. По его мнению, ситуация с угрозами схожа с той, с которой столкнулась когда-то Абхазия, когда Тбилиси использовал схожую тактику, чтобы запугать Сухум. В первую очередь, это одни и те же самые кураторы, которые ведут и вели ту же самую Грузию и режим там, так называемый прозападный, который якобы западный, но он был чисто под Запад, а не для Грузии. И против Абхазии вел себя те же самые методы, которые агрессивные, потому что все дозволенность. Крыша из Америки, ЦРУ, мы можем сделать все, что хотим. Так же самое сегодня киевский режим, повторять те же самые ошибки, вести агрессивную политику, переходя уже красные линии, угрозы семьям, политикам напрямую и не скрывает. Потому что вся дозволенность, которую дала им глубинное государство американское, спецслужбы американские, западные спецслужбы. И вот этот фактор очень сильно играет. Я видел, как это все происходит. Я был непосредственно в Грузии после того, как уже не было там режима Саакашвили. Общался с многими политиками, которые против были Саакашвили, как они рассказывали, что было, как это все работало. И видел тех кураторов американских, которые этим всем занимались с Республиканского института, непосредственно вели ту политические арены, все дискуссии, направляли агрессию против России, Абхазии и тех соседей в регионе Грузии. Это напрямую были указания Республиканского института, который работал в Грузии на то время. Ее сотрудников, те, которые ездили так же самое с Демократического института, ездили в Америку, получали указания и проводили такую политику. Это то, что лично я наблюдал, как это было, к сожалению, в Грузии непосредственно. На Украине такая же самая картина. И самое интересное, те же самые люди. Идеально было для нас всех, я думаю, и для Абхазии, и для Венгрии, Словакии, и той же самой Украины, и для России, чтобы было вообще нейтральное, нормальное правительство на Украине, которое бы не проводило такую политику, как проводит наша Грузия в отношении Абхазии сегодня, и проводила дипломатическую риторику, политику в отношении своих соседей. Освобожденная нормальная Украина от неонацизма, и тогда, я думаю, чего боится Европа этого процесса, если такой даже будет, и к этому сейчас идет, что и Грузия пойдет таким путем, что в Грузии тоже придет нормальное нейтральное правительство, может поменяться, которое будет вести нормальные отношения со своими соседями и с теми странами, регионами, которые как бы находятся рядом все. Сейчас, когда страны выбирают суверенную политику в Евросоюзе, такие как Словакия и Венгрия, сейчас Чехия в этом ряду, то Киев наускивает, то же самое Брюссель, то ситуация просто критическая, потому что Киев не может дать самооценку той ситуации, которая есть.
Нормальная страна вышла из этой ситуации в дипломатическое русло, провела переговоры, выторговала себе преференции, то, что надо Украине от Венгрии, а Венгрия выторговала то, что Орбан и пытается от Украины. Ждем смены режима на Украине, смены ситуации в Грузии, и только тогда, я думаю, будет у нас выровняем нашу ситуацию в странах СНГ, нормальное русло, где все друг друга будут уважать, как это было время назад, еще лет 40 назад, когда все друг друга уважали и ценили, и это было как бы первое, что как люди к себе подходили к тебе. Российско-Абхазский культурный центр открылся в Межвузовском кампусе Евразийского научно-образовательного центра в Уфе. В церемонии приняла участие делегация из республики во главе с премьер-министром Владимиром Дылба. Центр будет знакомить студентов, обучающихся в башкирских вузах, с абхазской культурой, а также станет местом притяжения для учащихся из республики. В центре установлен бюст Фазиля Искандера. Литературная экспозиция, помимо увековечивания творчества классика, будет включать книги российских и башкирских авторов, связанных с Абхазией, абхазских писателей и ученых, в том числе Владислава Арзымба. Вот и сегодня мы, находясь здесь, еще раз убедились в этом, в теплоте, в душевности народа Башкортостана. Несомненно, единство народов, на наш взгляд, самый ключевой аспект во взаимоотношениях. И единство в гармонии, вот это, наверное, все про нас. И сегодняшнее мероприятие, на котором мы присутствуем, на открытии Российско-Абхазского центра, это лишний раз подчеркивает, это исторический, я вот повторюсь, исторический факт, вот, который точно ляжет в историю наших двух республик. Об этом будут говорить будущие поколения. И сегодня появилась возможность молодым людям познавать культуры двух республик, народов этих республик. Полагаю, что это станет хорошим началом для тесного и будущего взаимоотношений во всех других аспектах по сотрудничеству с Башкирией. Еще раз выражаю признательность всем тем, кто организовал это мероприятие, приложил усилия. Андрей Геннадьевич, вам большое спасибо за то, что вы непосредственно принимали участие, активное участие, знаю об этом я. Всем, кто здесь присутствует, руководству, безусловно, центра, еще раз большое спасибо. Мы рады вас всех, безусловно, видеть у нас в стране. Спасибо. Я бы хотел отметить, что глава Башкортостана Рахиль Кадиров особое внимание уделяет башкортостанско-абхазским отношениям, и поэтому в этом направлении мы продолжаем работать, как и, в общем-то, наши предшественники, поэтому уже 4-й десяток идет, когда активная дружба и сотрудничество между нашими республиками происходит, и, конечно, дает свои плоды, но в первую очередь, конечно, в душах и сердцах наших граждан, потому что все в Абхазии с пониманием относятся к тому, что Башкортостан всегда помогал и врачами, и медикаментами, и десятилетия назад, и в то же время и Абхазская республика всегда нам в сложные годы направляла и продукты питания, и фрукты. И, в общем-то, это остается по сегодняшний день, поэтому сейчас, когда решения принимаются о новых витках взаимоотношений, там, например, поддержать историческую реконструкцию на Сухумской набережной, для нас это, конечно, большая честь, что Башкортостан увековечит свое участие в этом, скажем, на будущее столетия. Вот. В то же время мы у себя здесь на набережной, как вы знаете, сделали точную копию колоннады Сухумской. Это как бы подтверждение того, что если чуть выше стоит монумент дружбы, который подчеркивает историческое значение событий добровольного присоединения Башкирии к Российской империи, то здесь в данном случае это подчеркивает российско-абхазскую дружбу, и теперь уже увековеченную навсегда. А вот там, где мы находимся сегодня, это центр российско-абхазской дружбы, просто российско-абхазский центр. Это, в общем-то, будет давать нашим студентам, преподавателям, ученым
возможность, постоянно находясь здесь, прикоснуться к этой истории, к тому, о чем пишут абхазские писатели и вообще политики абхазские, что делают история взаимоотношений, развития, перспективы. И так как это находится как раз в кампусе, то этот Межгородский кампус – это, в общем-то, сердце сегодняшнего, ну, скажем, образования, высшей школы в Республике Башкортостан, подготовки самых современных специалистов, преподавателей, ученых, управленцев. И, конечно, здесь у нас уже есть и российский-иранский центр, российско-китайский центр, и российский-абхазский центр по праву занимает свое место. Вот. А этот визит абхазской делегации был с премьер-министром Абхазии Владимиром Валерьевичем. Он подчеркивает, что мы постоянно обмениваемся этими визитами, смотрим, что можно перенять для того, чтобы внедрять у себя. Мы смотрим в Абхазии, чтобы могли себе, скажем, для пользы дела привлечь. Показали сегодня ЦУР, Центр управления республикой, и, в общем-то, тоже там много интересного, нужного для управления Абхазией видят наши коллеги. Ну и вот сегодня покажем, как мы видим подготовку наших специалистов, наших преподавателей, будущих наших студентов. В общем-то, сейчас покажем также лаборатории, геномные центры, все те направления новые, самые инновационные, которые мы, в общем-то, создаем не только для своих граждан, но и в первую очередь хотели бы привлекать сюда студентов из Абхазии, в том числе, готовя здесь и врачей, и преподавателей, и, в общем, IT-специалистов. Ну, мы полностью открыты всегда, и для этого, в общем-то, и было принято решение президентом России Владимиром Путиным о том, чтобы построить несколько десятков таких современных кампусов в нашей стране. И Башкортостан один из первых реализовывает эту президентскую идею, программу. Я уверен, что и абхазские студенты займут здесь достойное место вот в этих уже самых современных условиях обучения. И я уверен, что это будет на пользу не только Российской Федерации, но и в целом Абхазии, России и в целом миру. Вот такой подход к нашей башкирско-абхазской дружбе. Спасибо большое. Сотрудники СГБ изъяли у жителя Гагры 400 грамм наркотиков. Задержанный осуществлял тайные закладки на территории Гагрского, Сухумского и Гулрыбского районов. Подробности в материале пресс-службы СГБ. 14 марта сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотических веществ, на посту ГАИ Приморск был задержан житель города Гагра Осипов Максим Владимирович, 1978 года, находившийся под управлением автомобиля Nissan Tian. Задержанный доставлен в здание СГБ, где он заявил, что с 2025 года оказывает содействие в качестве наркокурьера каналу по сбыту наркотических средств под названием «Джексон», и его куратором является неизвестный пользователь телеграм-аккаунта под ником Арес, который координировал его преступную деятельность, выражающуюся в сбыте наркотических веществ путем так называемых тайных закладок на территории преимущественно Гагрского, Сухумского и Гулерибского района. В присутствии понятых произведен личный досмотр Осипова, его транспортного средства, жилища, а также обследование участка местности, где ранее им были осуществлены закладки с наркотическим веществом. Изъятые свертки были направлены на исследование в ВКЦ МВД Республики Абхазия. Согласно данного заключения, они являются сильнодействующими наркотическими веществами мефедрон и метадон, общая масса которых составляет около 400 грамм. Таким образом, в действиях Осипова усматриваются признаки преступления, предусмотренного пунктом В части 3 статьи 224 УК Республики Абхазия, незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в особо крупном размере. По данному факту собран соответствующий материал и передан в Следственный отдел СГБ Республики. Необходимо отметить, что Служба госбезопасности продолжает проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление организаторов канала сбыта «Джексон», а также лиц, оказывающих ему содействие. Майнинг-фермы обнаружили в селе Ктол. Изъято 49 аппаратов для добычи криптовалют. Общая мощность потребляемой электроэнергии составляла порядка 162 киловатт-часов.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии успешно провели оперативные мероприятия в Ачимчирском районе, в результате чего была выявлена и пресечена деятельность нелегальной фермы по добыче криптовалют, расположенной на территории частного домовладения в поселке Толмыш села Кутол. Объект функционировал с использованием промышленного трансформатора, незаконно подключенного к электросети РУП «Черноморэнерго». В ходе проверки в бетонном сооружении было обнаружено и впоследствии изъято 49 единиц специализированного оборудования для майнинга криптовалют. По предварительным данным, общая мощность потребляемой электроэнергии на данном объекте составляла порядка 162 киловатт-час. Также установлено, что оборудование принадлежит гражданину Республики Абхазия Власову Ивану Ивановичу, проживающему в городе Сухум. Изъятые аппараты помещены на склад Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам потребительскому и техническому надзору. МВД Абхазии систематически проводит профилактические мероприятия по выявлению незаконных подключений к электросети объектов по добыче криптовалют и контролю за ранее отключенными майнинг-фермами. Министерство здравоохранения Абхазии и России подписали протокол, упрощающий оказание медицинской помощи жителям Абхазии в медучреждениях Российской Федерации. Церемония подписания протокола состоялась на площадке форума «Здоровое общество» в Москве. Внесение изменений в соглашение стало возможным благодаря обращению президента Абхазии Бадри Гунба к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Теперь, согласно подписанному протоколу, при обращении за оказанием медицинской помощи в медицинские организации Российской Федерации достаточно предоставить паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина Республики Абхазия для детей в возрасте до 14 лет, свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве Российской Федерации или с вкладышем, подтверждающим наличие гражданства Российской Федерации. Четвертый заключительный модуль образовательной программы «Новые медиа Абхазии» стартовал в мастерской управления «Синеж». Тема модуля – современные практики медиапроизводства. В проекте принимают участие 50 медиаспециалистов, блогеров и представителей СМИ. На финальном этапе их ждет защита медиапроектов перед экспертной комиссией. Образовательная программа организована администрацией президента Абхазии по механике российской программы «Мастерская новых медиа». Общественная палата Республики Абхазия 7-го созыва объявляет о начале приема ходатайства от представителей общественных объединений, некоммерческих организаций, научных и образовательных учреждений, профессиональных и творческих союзов на участие в процедуре конкурсного отбора для избрания в состав Общественной палаты Республики Абхазия 7-го созыва. Срок подачи документов с 17 по 31 марта. С подробной информацией можно ознакомиться на официальных информационных ресурсах в Общественной палате и по телефону 226 02 38. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 17 марта в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами дождь, туман, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем плюс 8-13 градусов. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.